Закон сохранения энергии в механике. Если тело способно совершить работу, значит оно обладает энергией. Механическая энергия равна сумме потенциальной энергии и кинетической энергии. Движущееся тело обладает кинетической энергией, которая равно mv в квадрате, деленное на 2. Потенциальная энергия – это энергия, которой тело обладает вследствие того, что находится в силовом поле или вследствие взаимодействия с другими телами. Если высота, на котором находится тело, значительно меньше радиуса Земли, то мы считаем потенциальную энергию по формуле mgh. Но если тело находится слишком далеко от поверхности Земли, то потенциальная энергия считается по другой формуле, которая используется для решения определения потенциальной энергии тела в гравитационном поле планеты. То есть она используется для космических аппаратов или взаимодействия спутников и планет между собой. И поэтому мы ее редко используем. Так, потенциальная энергия упруго деформированное тело определяется по формуле kx в квадрате, деленное на 2, где k коэффициент упругости, x это деформация, величина деформации. Сила реакции опоры тоже относится к силам упругости. В каких задачах мы применяем именно закон сохранения механической энергии? Там, где у нас нет преобразования энергии в другие виды энергии. Например, если не говорится о силах трения, о нагревании тела в результате движения, а если энергия механическая превращается в другие виды энергии, например, в тепловую, электроэнергию, волновую, энергию волн, то есть тогда применяется общий принцип сохранения и превращения энергии, который гласит, что энергия не возникает из ничего и не исчезает. И мы про них в этот раз не будем говорить. Для того, чтобы решать задачу с применением закона сохранения механической энергии, необходимо составить чертеж, обозначить, какая энергия была у тела в начальный и конечный промежуток времени. Рассмотрим тело, которое в начальный момент находится на высоте h. Какой-то промежуточный момент он находится на высоте h маленькая. В этом случае на уровне Земли, когда тело развивает максимальную скорость, из этого случая, и, следовательно, кинетическая энергия тоже имеет максимальное значение, а потенциальная энергия равна нулю. Промежуточный момент у нас есть и потенциальная, и кинетическая энергия, и полная энергия равна их сумме. А в начальный момент у нас скорость нулевая равна нулю. Кинетическая энергия равна нулю, так как тело не движется, а потенциальная имеет максимальное значение. Опишем теперь. Энергия, она постоянна в любой момент времени. В начальный момент времени она равна потенциальной энергии. В промежуточный момент она равна сумме потенциальной и кинетической. И
в конечный момент она равна кинетической энергии. Значит, энергия равна, подставляем, потенциальной энергии mg h большая, потому что в начальный момент на высоте h. В промежуточный момент потенциально равна mg h маленькая плюс mv квадрат mv1, вот mv1, деленное на 2. И в конечный момент равна кинетической энергии вот здесь. И mv квадрат, в конечный момент скорость равна v, в промежуточный v1, деленное на 2. Если начертить в виде площади, то в виде графика, то в каждый момент времени энергия равна E. Так. И максимальное значение в начальный момент у потенциальной энергии и в конечной у кинетической. В любой момент времени мы можем видеть, что в начальный момент потенциально имеет максимальное значение, оно уменьшается, при этом переходя в кинетическую, потому что тело развивает скорость и максимальная скорость при столкновении с Землей. Рассмотрим сжатую пружину, к которой прикреплен шарик. Так, вот это положение, когда пружина не растянута. Вот это какое-то промежуточное положение и максимальное растяжение. Обозначим промежуточное растяжение через x1, максимальное растяжение через x. Так. Скорость v максимальная, v1. И здесь v в начальный момент его держит шарик, пружина растянута и скорость равна нулю. В начальный момент скорость равна нулю. Потенциальная энергия в начальный момент имеет максимальное значение. Потенциально это тело способно совершить работу. Кинетическая энергия в начальный момент равна нулю. В промежуточном положении энергия равна сумме энергии. И в конечный момент потенциальная энергия, когда уже пружина вернулась в свое нерастянутое положение, потенциально равна нулю, кинетическая максимальная. Здесь можно тоже начертить вот такой график, когда кинетическая и потенциальная переходят друг в друга, но при этом сумма энергии в каждый момент времени постоянна. И запишем формулу. Энергия равна. В начальный момент она равна потенциальной энергии, в промежуточной сумме энергии и в конечный момент она равна кинетической энергии. Распишем. Потенциальная kx нулевой в квадрате, деленное на 2. Вот так. В промежуточный момент kx1 в квадрате делен на 2 плюс mv1 в квадрате делен на 2. И в
конечный момент mv квадрат на 2. Равенство энергии в любой момент времени позволяет найти неизвестные значения.